Պարոն Լավրով, դուք եկել եք մի երկիր, որի դեմ եւ Լեռնային Ղարաբաղի դեմ Ադրբեջանը կիրառել է մեծականակ ռուսական զենքեր, ինչի հետևանքով հայաթափվել է Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը եւ օկուպացվել են Հայաստանի ինքնիշխան տարածքներ։ 44-օրյա պատերազմի մեկնարկի դրությամբ ադրբեջանական բանակի զենքի 60%-ը եղել են Ռուսաստանից եւ Բելարուսից մատակարարվածները։ Բացի այդ, Ռուսաստանը չի կատարել 1997 թվականի պայմանագրով ստանձնած պայմանագրային պարտավորությունները։ Ռուսաստանը զենք չի մատակարարել Հայաստանին, չնայած դրա դիմաց Հայաստանը վճարել է։ Չեք կարծում, որ այս պայմաններում բնական է, որ Հայաստանը պետք է փորձի մերձենալ Միացյալ Նահանգների հետ, Ֆրանսիայի հետ եւ այլ երկրների հետ ու անդամակցության գործընթաց սկսի։ Չնայած դուք ձեր ասուլիսի ժամանակ, եթե չեմ սխալվում, հունվարի 14-ին հայտարարել եք, որ ԵՄ-ին միանալու գործընթացը Հայաստանի ինքնիշխան որոշումն է, բայց ռուս բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, ինչպես նաև ռուսական պետական լրատվամիջոցներ սպառնալիքներ են հնչեցնում եւ անգամ զուգահեռներ տանելով, այսպես ասած, Հայաստանի ուկրաինացման հետ կապված, սա ինչ է նշանակում, արդյոք Ռուսաստանը պատրաստվում է տնտեսական պատժամիջոցներով կամ ռազմական ուժով կանխարգելել Հայաստանի մերձեցումը ԵՄ-ի հետ, ինչպես եղավ Կիևի դեպքում, թե այնուհանդերձ կհարգեք Հայաստանի ինքնիշխան որոշումը։ Знаете, мне как-то даже неловко отвечать на ваш вопрос, ответ мой не нужен. Я, во-первых, не запомнил того, что вы тут наговорили, но так позиция ваша ясна. Стараюсь все-таки отреагировать насчет того, что Азербайджан использовал российское оружие. Напомню, что Армения все практически годы после объявления российское оружие, в том числе я в свое время назвал 7 районов, на которые она никогда не претендовала. Из первых руководителей Армении не предлагал признать Нагорный Карабах как независимое образование. Но оружие использовалось российское для 7 неоспариваемых азербайджанских и для сооружения боевых линий, которые показывали, в общем, там расчет был на очень длительное удержание этих территорий. Передавать этим оружие, да, оружие у нас оружие российское в Африке используется. Флаги Мозамбика, автомат Калашников. Везде это оружие используется всеми целями, которые принципом устраивающих всех. Эпизоды, о которых вы упомянули, с оплатой поставок и несостоявшимися поставками, мы обсуждали, урегулировали эти платежи, зачтены на другие цели. Здесь противоречий не существует в отношении новых поставок. Да, у нас сейчас есть ситуация, когда мы вынуждены, как и неоднократно в истории воевать против всей Европы, которые в очередной раз под нацистскими лозунгами, выставив вперед режим Зеленского, воюют против практически все европейские страны. И оружие, как вы понимаете, в этой ситуации, которые поступают на Украину, его очень много, оно современное, оно требует нашего ответа. И наши армянские друзья, я убежден, нас понимают, что в этих ситуациях мы не можем все свои обязательства в срок выполнять. Но даже в этой обстановке целый ряд систем законтрактовано. Передаются, и мы эту практику будем продолжать. Закупки оружия в других странах нет никакой проблемы. Это выбор наших армянских друзей. Если
ընտրությունն է, եթե французскую базу для дополнительных поставок. Пожалуйста, мы не будем ничего навязывать. Но, конечно, когда союзник опирается на вооружение из такой страны, как Франция, который возглавляет вражеский лагерь, лично Макрона եւ իր բոլոր նախարարները в отношении России единственной проблемой, из-за которой невозможно украинское регулирование, а сами-то под регулированием понимают только прекращение огня без каких-либо условий на месяц, լրազինել Ուկրաինային, որ Ուկրաինան կարողանա իր պաշտպանական դիրքերը ուժեղացնել։ Այդ կոչերը առանց պայմանների հրադադարի մասին հնչեցնում են совершенно другой позиции, Европейский Союз и члены НАТО, а именно никаких переговоров, пока Украина не получит более сильную, чем Россия, позиции, и вообще никаких переговоров, пока Россия не будет стратегическое поражение. Потом перевернулись на 180 градусов, и вот теперь уже перемирие. Уже не о стратегическом поражении, а перемирии, чтобы Украина получила передышку. Ну, то есть в политическом смысле, конечно, Франция, она выступает как враждебная страна в нашем союзе, где лучше закупать оружие, даже при всем том, о чем я сказал. Насчет вы там что-то говорили про 24 января, право на выбор. Мы признаем право на выбор. У нас по-прежнему очень добрые отношения с американскими друзьями, несмотря на целый ряд проблем, которые возникли. В силу, наверное, недопонимание позиции друг друга, но что касается Карабаха, скажу еще раз, никто не может упрекнуть, поскольку последние 20 как минимум лет и президент Путин, и президент Медведев, продвигали решения, которые обеспечивали справедливый подход через мирные переговоры. Из 7 азербайджанских районов отдать 5 как первый шаг в качестве промежуточной стадии сохранить Кельбаджарский и Лачинский районы, связывающие Армению с Карабахом, сохраните их в том статусе, в котором они есть сейчас, отложив решение вопроса об окончательном статусе Карабаха на долгие годы, по сути дела, говорилось о том, что до будущих поколений. Наверное, как-то лучше, чем то, что сейчас получилось, из-за того, что вот эти предложения компромиссные, предвигавшиеся но право на выбор, да, вот право на выбор. В данном случае отказ вспомнил. И ваша фраза насчет нашей линии якобы на украинизацию Армении, чтобы потом, как вы выразились, сотворить с Арменией то же самое, что мы с Украиной. Даже тут, по-моему, комментировать, значит, вы поддерживаете нацистов, значит, вы поддерживаете тех, кто сжигал людей в Доме профсоюза, кто направил боевые отряды штурмовать парламент Крыма, только за то, что парламент
Կրիմի վրա հարձակվելու միայն նրա համար, որ Կրիմի խորհրդարանը եւ Կրիմը հրաժարվել էին սատարել հակասահմանադրական պետական հեղաշրջումները։ Ես չեմ հիշում Հայաստանի ղեկավարությունը մեկնաբանել 14 թվականի փետրվարի Ուկրաինայում տեղի ունեցած պետական հեղաշրջումը։ Չեմ հիշում, որ արևմտյան երկրներից որևէ մեկը մեկնաբաներ, բացասաբար խոսել այդ իրադարձության մասին։ Ուրեմն այն ժամանակ արդեն Հայաստանը 2014 թվականին իրացնում էր դիրքորոշում ընտրելու իր իրավունքը։ Իսկ ինչ վերաբերում է եվրոպական коллеги, которые накануне госпереворота подписали на наш вопрос гарантировали, что урегулирование почему вы не призовете этих путчистов в порядок. Они нам сказали, вы знаете, стыдливо глаза опустили. Иногда демократия приобретает неожиданные изгибы. То же самое Соединенные Штаты ушли куда-то в сторону, хотя накануне президент Обама, президент Украины просил не возражать против соглашения об урегулировании под гарантией Европейского Союза. Кстати, говоря о Соединенных Штатах, в 2014 году, чуть позже, чем в феврале, была попытка госпереворота в Гамбии. Человек, интересующийся, посмотрите, в интернете там есть заявление Департамента США по поводу попытки переворота в Гамбии. Где сказано, Соединенные Штаты никогда не поддержат передачу власти իշխանության փոխանցումը ոչ համանդրական ճանապարհով այ իրենց հարցը գալիս լինում են ամերիկացի գործընկերները այստեղ մամլացուլիստների գալիս իրենց հարցը ինչու Գամբիայում չի կարելի իսկ Ուկրաինայում կարելի է они вам, наверное, скажут что-нибудь про субъективные какие-то обстоятельства. На самом деле, провинции, которые американцы поддерживают, а на Украине президент, хотели поставить. Вот и все. Так что я не вижу каких-то причин для украинизации Армении, Армения наш союзник, Армения не объявляет вне закона русский язык, не лишает законных прав этнических русских и тех, кто просто хочет разговаривать на русском языке. В Армении не приняты законы, запрещающие все это, как это произошло на Украине, перечень этих законов мы сегодня нашим друзьям передали. Нигде, ни в одной стране нет запрета на какой-либо язык негосударственный, если на этом языке разговаривают жители другой страны. Мы выяснили, что в Армении не запрещен азербайджанский язык, в Азербайджане, включая теперь и Карабах, не запрещен по Конституции Азербайджана. Հայոց լեզուն, իսկ այ Ուկրաինայում ռուսերենը արգելված է, Իսրայելում արաբերենը արգելված չէ, արաբական երկրներում եբրայերենը արգելված չէ։ Ուկրաինան այդ առումով ունիկալ պետություն է, երբ մենք լսում ենք заявление комиссара Еврокомиссии по расширению, КОС, по-моему, о том, что все, Украина выполнила все предварительные условия, можно начинать переговоры и на фоне того, что Урсула фон дер Ляйен, Кая Каллас и прочие заявляют о том, что Украине надо ей помогать, пока она не победит, потому что Украина отстаивает европейские ценности. Это значит, что Европа считает своими ценностями нацизм, истребление языка, на котором говорит большинство граждан. Այն լեզվի ոչնչացումը, որը խոսում են տվյալ պետության Ուկրաինայի քաղաքացիների մեծամասնությունը, ինչ ուկրաինացման, Հայաստանի ինչ ուկրաինացման մասին կարող է խոսքը գնալ, Հայաստանը քաղաքակիրթ երկիր է։ Вот, ну вы опубликуйте свой вопрос, ответы мои не обязательно. Իմ պատասխանները պարտադիր չէ։